Здравствуйте, в эфире программа «Интервью дня» и с вами я, Сайгон Бермю. Отопительный сезон, можно сказать, уже начался, на улице уже холодает. В некоторых районах Тувы температура опускается до нуля и ниже. По опыту прошлой зимы и учитывая быстрый темп строительства частного сектора, специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям региона опасаются, что и этот год станет сложным в части пожарной опасности. Как обезопасить себя от красного огненного петуха, сегодня нам расскажут сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Тыва, заместитель начальника отделения административной практики и дознания капитан внутренней службы Тарама Юрий Валерьевич и инспектор отделения информации и связи с общественностью майор внутренней службы Намчил Луиза Кыргызовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и Юрий Валерьевич, наверное, начнем со статистики, да, как обстоят дела у нас в этом году и возможные ваши прогнозы. Здравствуйте, уважаемые жители нашей республики. По статистическим данным, с начала текущего года на территории республики зарегистрировано 1006 пожаров. Именно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас наблюдается незначительное снижение. То есть в прошлом году у нас было зарегистрировано на этот момент 1026 пожаров. Однако также необходимо отметить то, что по результатам произошедших пожаров у нас на пожарах погибло 15 человек, в том числе из которых двое малолетних детей. За аналогичный период прошлого года также было у нас при пожарах допущена гибель 15 человек, тоже, среди которых имеются также малолетние дети. По травмированным у нас в этом году также наблюдается увеличение, это 30 человек. В прошлом году у нас по травмированным было у нас 17 человек, то есть наблюдается незначительное увеличение тоже по этому критерию. Прогноз какой у вас на текущий год? На текущий год, по статистике за предыдущие года, то есть за пятилетней динамики, наблюдается именно незначительное увеличение количества именно пожаров, происходящих в жилом секторе по причинам неосторожного обращения с огнем, также нарушение правил эксплуатации электрооборудования и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. То есть это основной костяк, который является причинами произошедших пожаров в Республике Тыва на сегодняшний день. Это вопрос к Луизе Кыргызовне, да, вот как со специалистом по средствам массовой информации. Увеличивается ли в период прохождения отопительного сезона количество именно бытовых пожаров? Да, безусловно. У нас на территории республики отопительный сезон почти длится 9 месяцев, и на этот период у нас количество техногенных пожаров увеличивается на 50%. Пожары, техногенные пожары у нас происходят как и в частных домах, так и в многоквартирных домах. И основные причины, причины пожаров, которые происходят в отопительный сезон, это нарушение правил и эксплуатация печного отопления, а также электронагревательных приборов. Данные причины являются основными в период отопительного сезона. Вот именно об электрообогревателе тоже конкретно давайте остановимся на этой. Разрешите, я тогда скажу. Да, действительно, у нас, как моя коллега, у нас отопительный сезон длится более чем полугода, то есть на 9 месяцев. Соответственно, в этот период у нас температура падает до 40 градусов, а то и бывает и ниже. То есть в связи с этим население для того, чтобы обогревать свои жилища, дома, получается, используют электронагревательные приборы. Зачастую эти электронагревательные приборы бывают изготовлены кустарным способом, без соблюдения элементарных требований пожарной безопасности, то есть и тех требований, которые определяются к этим приборам. То есть это самоделки, да? Да, самодельные ТН, там различные там кирпич, да, вот это проводится, спирали. Да, спирали, да. Помимо этого, также населением допускается использование помимо электронагревательных приборов, иных электронагревательных приборов через одну розетку или через один пилот получается. То есть, соответственно, при использовании всех этих электрических приборов идет нагрузка на электросеть. Соответственно, при нагрузке на электросеть происходит оплавление изоляции проводки с последующим коротким замыканием, то есть аварийной работой. То есть зачастую можно увидеть, что на одном вот это вот сетевые вот эти, вообще полностью вот все розетки заняты именно.
обогреватели, вот То тоже есть, это может соответственно, происходит, да, вот нагрузка на электросеть, как я уже ранее сказал, происходит оплавление изоляции с последующим коротким замыканием, то есть аварийной работы и возникновением очага, локального очага, возникновения пожара, получается, оттуда уже, соответственно, происходит пожар. То есть, помимо этого, также при использовании электронагревательных приборов граждане тоже зачастую элементарно не соблюдают требования пожарной безопасности при использовании этих электронагревательных приборов. Допускают, например, сушку вещей, да, вот на этих электронагревательных приборах, либо сушку вещей там в непосредственной близости от этих В электронагревательных. свое время, когда мои дети были маленькие, мы вот на обогревателе, там эти пеленки, то есть выставляли, это может То создать есть, тоже соответственно, воспламенение. соответственно, там нарушается вентиляция, то есть охлаждение самого этого нагревательного элемента, и, соответственно, он уже начинает работать в аварийном режиме, даже в экстремальном режиме. Соответственно, при использовании тех же масляных радиаторов, которые используются для обогрева, они могут взорваться, соответственно, с последующим возгоранием той жидкости, масло обычно используется в возгорании и разбрызгиваем на горючие предметы и с последующим также возгоранием, то есть как причина из пожара в основном. В том числе провода коротят, искрят, и получается тоже вы может правы, да. возникнуть. Как себя обезопасить? Ну, в первую очередь, это надо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности при эксплуатации вот именно этих электронагревательных приборов. Во-вторых, это необходимо исключить использование кустарно изготовленных электронагревательных приборов, а также необходимо исключить именно использование этих электронагревательных приборов, а также иных приборов в одну сеть. Да, вот основные это элементарные. Еще раз напомнили, вот, как себя обезопасить. Самые безопасные электроприборы какие мы? Самые безопасные приборы – это, конечно, те, которые прошли, во-первых, практику именно применения населению. То есть, соответственно, когда население обращается в места их реализации, соответственно, там уже продавцы, консультанты уже объясняют, какие именно являются безопасными, какие могут быть и небезопасными быть. Соответственно, то есть, чтобы не исключить рекламирование некоторых товаров производителей, я просто могу только посоветовать, чтобы они при покупке именно электронагревательных приборов в первую очередь обращались к консультантам, продавцам. Они уже, соответственно, все объясняют. Вот есть несколько видов, да, вот какие виды? Я могу добавить, коллеги, что у нас обязательно покупатель должен убедиться, что электронагревательный прибор является заводского производства, а также Имеется сертификат обязательно. имейте сертификат безопасности, также инструкцию по применению. Ну, считаются наиболее безопасными электронагревательными приборами это масляного обогреватель, да, обогреватель. Ну, конечно, при условии правильной эксплуатации. Да. Я уже говорил. Вот самый безопасный это у нас масляный, да, вот именно для зрителей хотелось бы это напомнить. Все равно у нас продаются еще с открытыми вот этими спиралями, да, вот эти вот. Есть тепловые пушки тоже, Есть которые тепловые на дизельном или там бензиновом топливе работают. Есть, которые со спиралью, с вентилятором, соответственно. Да, вот тоже. Ну, из них самое безопасное, еще раз напоминаю, это масляные, да, обогреватели. Желательно, да. Ну, как именно готовится вот, Министерство по чрезвычайной ситуации именно вот к этому отопительному сезону? Вот самая такая у вас начинается самая такая тяжелая пора, да, вот именно. Горячая пора у нас, конечно, начинается с началом отопительного сезона на территории республики. И на этот период у нас проводятся профилактические операции в целях недопущения пожаров и также недопущения гибели и травмирования на них людей. И на сегодняшний день у нас проводится с 10 сентября на территории республики проводится профилактическая операция «Отопительный сезон». И в рамках данной операции у нас государственные инспектора государственного пожарного надзора проводят рейды в частных домах, где проживают многодетные семьи, маломобильные граждане, где проверяется и в рамках профилактических бесед объясняется, какие правила пожарной безопасности они должны соблюдать. Кроме этого, у нас продолжается уже 4-й год на территории республики операция, профилактическая операция, которая направлена также на социальное
Разрешите, я Да, дополню. да, социальные. У нас получается, да, действительно, 4-й год подряд уже проводится благотворительная акция, называется «Будильник спасения», он проснется первым, в рамках которых, соответственно, именно инициатором является главное управление. И мы, получается, в рамках этой благотворительной акции закупаем, приобретаем средства пожарные извещатели, то есть для того, чтобы они могли оповестить население, Так называемые пищалки, да? вот да, это. которое население оповестить о наличии опасных факторов пожара, это как, например, дым, тепло, либо иные признаки пожаров, да, вот, для того, чтобы они могли своевременно оповестить население и чтобы они могли эвакуироваться в безопасную зону или вызвать пожарную охрану или принять меры по тушению пожара. То есть основным зачастую, да, вот причиной травмирования людей, да, вот при пожарах также и без возникновения как очага такового является именно опасный фактор пожара, как отравление угарным газом, то есть продуктами горения. Да, вот у нас вот этот отопительный сезон прошлый, он был чреват именно вот с летальными исходами именно так. То есть идет отравление населения угарным газом в результате там скопления в помещении или в жилом помещении, где находятся люди, вот этих продуктов горения получают. Для того, чтобы исключить вот эти тяжелые последствия в виде отравления угарным газом, мы особенно в основное усилие мы возлагаем на то, чтобы оборудовать вот этими пожарными извещателями маломобильную группу населения. То есть это Которые реагируют и на дым, и на газ. не только на дым и газ, то есть получается маломобильная группа населения, это у нас получается люди пожилого возраста преклонного, то есть маломобильные, то есть инвалиды, да, с ограниченной возможностью, чтобы они могли, соответственно, как бы принять меры по заблаговременному там покиданию именно очага, где происходит отравление угарным газом. Также мы оборудуем этими пожарными извещателями многодетные семьи, да, вот социальные там незащищенные семьи, вот, в основном идет. Именно эти приборы, просто они вот очень огромную вот, Профилактическую роль играют, потому Роль что играют. они так, это и операция называется, что при пожаре он проснется первым. У нас пожары, которые происходят в частных жилых домах, происходят в ночное время суток. И он может сработать, и вот этот звук, от этого звука могут проснуться, конечно, люди, которые там так проживают. Но направленность этой нашей профилактической операции не только вот чтобы обеспечить в первую очередь многодетные и маломобильные граждане, но и с обращением к населению, чтобы они тоже обязательно обратили на это внимание, на пожарную безопасность и приобрели, каждый приобрел, который проживает в частных жилых домах с печным отоплением, приобрел у себя дома и поставил эти извещатели. Ну, у нас виды пожарных извещателей, конечно, тоже разные, как и которые есть, которые срабатывают только дают звук, но есть и такие пожарные извещатели, которые могут сработать и дать сигнал на базу, пожарной на пульт, охраны. пожарный центр. Да, и также эти пожарные извещатели, они могут дать плюс СМС-оповещение хозяину дома, вне зависимости от того, где они находятся. То есть они напрямую связаны со службой 112, да, вот как я правильно понимаю, и пожарной безопасности 01, да? Пожарная охрана, и плюс вы можете это устройство, конечно, установить у себя в мобильных телефонах. И вам тоже придет СМС-оповещение о том, что со словом «пожар», и тоже можете среагировать. Вот самый вот лучший вариант, это, наверное, со всеми подключенными, да, и на все службы подключенные, и на телефон подключенные. Да, это да. здесь независимо, где находишься, можешь быть оповещен и своевременно достигнуть. Еще то, что вот эти пожарные извещатели, для установки данных пожарных извещателей никакие дополнительные проведения электрических проводов, ничего не требуется. Они работают за счет батареек и вот самостоятельная работа. Их только надо установить дома. Не будем говорить о стоимости, деньги ничто, самое главное наша безопасность. Да? У нас львиная доля пожаров происходит именно на
частный сектор, да, вот особенно у нас сейчас очень много строятся дома, и почему именно происходит вот, именно в частных? По статистике, да, действительно, на сегодняшний день более 80% произошедших пожаров на территории Республики Тыва составляют именно объекты жилого сектора, то есть где происходит именно пожары за тот период, который вот сейчас у нас была проведена статистика. Можно отметить основные причины, это такие, как нарушение правил, как я уже ранее говорил, эксплуатации электроприборов, также нарушение правил требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем, что подразумевает не только использование спичек зажигалками, но и также и курение. Вот печки, остановимся на печках, да, вот эти вот. Почему? Да, по печному оборудованию зачастую, да, гражданами именно тоже не соблюдаются элементарные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. То есть при наступлении, заблаговременно до наступления отопительного сезона гражданам предусматривается именно проведение превентивных мероприятий, направленных на подготовку самого печного оборудования к отопительному сезону, то есть очистка дымоходов, соответственно, очистка печного, заделка различных там свечей, там трещин, либо если имеются какие-нибудь неисправности в конструкции самой печи, тоже их устранение и, соответственно, приведение. Зачастую, да, вот, извините, что перебиваю, зачастую наши граждане вот, топят первый, второй, третий год, они успокаиваются, что печка надежна. В этом случае все равно надо проверять в любом случае. Да, в любом случае, Ежегодно. потому что при сжигании, соответственно, топлива, это как угля, там, дров, соответственно, в печи самой скапливается сажа, которая в последующем закупоривает дымоходы, и в результате чего, то есть выходу углекислого газа, который происходит в результате горения, уже некуда, он, соответственно, начинает выделяться именно в помещение жилое, где находится печное угле. И в результате чего от отравления, возможно, может наступить тяжкие последствия в виде отравления угарным газом, либо бывает зачастую, да, есть по статистике, что и летальные исходы наступали у нас. Ну и это то, что у нас, почему с начала отопительного сезона увеличивается количество пожаров, потому что у нас на территории республики более 70% жилого фонда является, конечно, частный сектор. Вот и вот эта направленность именно в плане профилактики. Мы вот с началом отопительного сезона усиливаем работу, именно профилактическую работу с населением. Предусмотрено ли наказание за неправильное использование? Да, у нас предусмотрено наказание в виде административного штрафа либо предупреждения на лиц, которые допускают нарушение требований пожарной безопасности. В частности, в данном случае это статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. В зависимости от того, какие наступили последствия, там уже разграничивается и ответственность, и размер штрафа. То есть при, получается, незначительном нарушении применяется часть первая, где предусматривается либо на граждан на предупреждение, либо штраф до 2000 рублей. В случае, если нарушение требований пожарной безопасности привели к возникновению пожара и наступлению, например, такие последствия, как легкие вред здоровью третьим гражданам, лицам, то, соответственно, и применяется уже шестая часть, уже, и где уже более суровые административные меры. То есть наказание штрафа увеличится в разы, во-первых, там уже предупреждение предусмотрено. В случае, если наступают более тяжкие последствия, уже предусмотрена уголовная ответственность. Соответственно, статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации, это нарушение требований пожарной безопасности либо при использовании источников повышенной опасности, соответственно, то есть и также статьей 219 это тоже предусматривает уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором была возложена эта обязанность, соответственно, и уголовное наказание. Для зрителей статья 168 и статья 219 Уголовного кодекса. Можете открыть, посмотреть, какая там предусмотрена ответственность. Кроме того, в Кодексе административных правонарушений там глава 20.4 это глава 20. Ну и я бы хотел еще отметить то, что при наступлении отопительного сезона гражданам тоже рекомендуется проведение ревизии электросетей, то есть где-то, если есть ветхая электропроводка, необходимо тоже ее заменить. Одна из причин возникновения пожаров именно деревянных домов. Да, деревянных домов. То есть для того, чтобы предотвратить наступление таких последствий, как уже сказала моя коллега,
органами государственного пожарного надзора, в частности, с инспекторами, проводятся профилактические рейды в жилом секторе, где происходит львиная доля пожаров. Совместно привлекаются все органы профилактики, это органы местного самоуправления, органы полиции, органы социальных служб, иные органы, которые заинтересованы вплоть до волонтерских движений, для того, чтобы хотя бы как-то довести до населения о тех элементарных правилах пожарной безопасности, которые при их соблюдении могут сохранить жизнь и здоровье граждан. Где, в основном у нас сейчас при наступлении отопительного сезона обращается внимание, как я уже сказал, на электропроводку, на печное оборудование, то есть печь должна, при устройстве печи, также и при эксплуатации необходимо соблюдать такие требования, как обязательно должен быть притопочный лист, то есть он предотвращает возгорание именно строительных материалов, то есть пола, деревянного пола, который находится перед печью. Что может произойти в результате попадания тех же окалин, допустим, угольков, последующего возгорания. Также должна печь находиться на расстоянии от стен, то есть наружных стен, либо стен перегородок жилого помещения. Также обращается особое внимание на то, чтобы малолетним, а также несовершеннолетним именно исключалась возможность их свободного доступа к источникам огня, то есть спичкам, зажигалкам. Также доводим до граждан, что запрещается именно использование отопительных приборов именно малолетним или несовершеннолетним. То, что мой коллега сказал насчет притопочного листа, я хочу дополнить о том, что какую большую роль он играет, притопочный лист. То у нас были случаи, когда из-за отсутствия притопочного листа у нас происходили пожары, где у нас происходила гибель малолетних детей. Из-за отсутствия элементарного этого притопочного листа происходили пожары с трагическими исходами, именно связанные с гибелью малолетних детей. Может, кто не знает, объясните, что такое притопочный лист? Притопочный лист – это металлический лист, который располагается перед печью, непосредственно печным оборудованием, он размере 70 на 70 сантиметров. То есть необходимо его прибить гвоздями, либо, соответственно, шурупами, или гвоздями, чтобы он не уходил. Там размер тоже специально требования. Да, требования все есть, Это все тоже можно изучить, можно здесь все. К сожалению, у нас программа ограничена временем. Будем надеяться, что мы будем встречаться чисто в профилактическом плане, а не по факту каких-то пожаров. И в заключение ваши пожелания от жителей нашей республики. Хотелось бы, конечно, жителям пожелать в первую очередь здоровья. Также хотелось бы именно обратить внимание на то, что соблюдение элементарных требований пожарной безопасности именно самими гражданами возлагается именно тоже на самих граждан. Соответственно, от того, как вы будете соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, зависит именно ваша безопасность. При соблюдении этих правил и требований пожарной безопасности можно обезопасить от наступления этих тяжких последствий в виде пожара, который приносит очень большой ущерб и последствия при его возникновении. Я хочу добавить своему коллеге, что соблюдайте те все элементарные требования пожарной безопасности, которые мы доводим до населения, и берегите себя и своих близких. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях были майор внутренней службы Намчил Луиза Кыргызовна и капитан внутренней службы Тарма Юрий Валерьевич. На этом у меня все. Берегите себя. До свидания. До свидания.